Время вечерних новостей. В студии работает Айсло Мурзакова. В связи с проведением заседания Организации тюркских государств 1 ноября приостанавливается экскурсия в Интымак-Орду. Как сообщили в Управделами президента, это решение связано с проведением мероприятия. Напомним, с сентября текущего года начали проводить экскурсии для граждан в новое здание администрации президента Интымак-Орду. Администрация президента объявляет о начале приема научных работ на соискание Государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники Министерством образования и науки. К рассмотрению принимаются работы, опубликованные с 1 ноября 2021 года по 11 ноября текущего года. Научные труды должны включать не менее 3 статей, опубликованных в международных изданиях. Новые виды техники, материалы и технологии должны быть освоены в производстве не менее чем за 5 лет, гуманитарные не менее чем за 3 года. Не допускается выдвижение лиц, выполнявшихся только административные функции или не имеющих непогашенную судимость. Соискателю необходимо обратиться в Министерство образования и науки и представить научные труды. Кыргызстан ввел безвизовый режим для туристических групп, прибывающих из Китая. Об этом сообщил заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов на встрече с представителями Всекитайской Федерации женщин Шэн Юе в рамках 11-го форума сотрудничества Китай-Центральная Азия. Эдиль Байсалов отметил, что безвизовый режим для туристических групп из Китая действует на срок до 21 дня. Эта мера будет способствовать развитию сотрудничества в области народной дипломатии и повышению привлекательности туристического рынка Кыргызстана. Стороны также отметили активное развитие побратимских отношений между Чуйской областью и Нинсян Хуэй автономным районом, а также между городами Бишкек и Инчуань в последние годы. ГКНБ в ходе работы по возврату незаконно выданных в частную собственность земельных участков в Бишкеке выявил факт незаконного получения правоустанавливающих документов со стороны ОСО «Аберон». В рамках уголовного дела установлено, что участки на рынках Дордой и Ортосай, первоначально переданные в аренду в 1998 году, были незаконно оформлены в ОСО «Аберон» в частную собственность через сговор с должностными лицами. Административный и городской суд приняли решение о передаче этих участков в муниципальную собственность мэрии. В будущем доход от рынков будет поступать в бюджет Бишкека. ГКНБ Кыргызстана продолжает работу по выявлению и пресечению незаконных подобных нарушений, а также установлению всех причастных лиц для правовой оценки. Грузовые автомобили выезжают на дороги с летними шинами и без надлежащего внимания к техническому состоянию. Как сообщает ГУОБДД, это приводит к пробкам на перевалах и создает трудности для других участников движения. В связи с этим в горных районах вводятся ограничения на проезд, ведутся постоянные работы по расчистке дорог и эвакуации застрявшихся машин. Видеоматериалы демонстрируют, что, несмотря на предупреждение, некоторые водители не приняли своевременных мер, чем продолжают создавать заторы на перевалах, отметили в сообщении. ГУБДД напоминает водителям передвигаться в условиях зимних дорог следует только на зимних шинах. 28 октября начальник ГУВД Чуйской области Ханыбек Абдрахманов представил новых руководителей ОВД города Токмок и Аламыдынского района. В Токмаке назначен начальником полковник милиции Азамат Имангазиев, а в Аламыдынском районе полковник милиции Алмазбек Айбашев и его заместитель подполковник милиции Бейшенбек Молдалиев. Абдрахманов отметил, что оба руководителя имеют значительный опыт в борьбе с преступностью и организации работы в правоохранительных органах. В Джаильском районе состоялось памятное мероприятие, посвященное героям баткенских событий. В рамках церемонии в знак уважения подвигу защитников на территории парка были установлены танки, символизирующие мужество и стойкость военнослужащих. В Джаильском районе состоялось памятное мероприятие, посвященное баткенским событиям. Участники почтили память павших героев минутой молчания, отдавая дань уважения их мужеству и самоотверженности, так как эти события оставили глубокий след в истории страны и напоминают о важности единства и стойкости. Сегодня мы отмечаем День войны Баткена, 24-летний. В 1999 году, 2000 году была
международный банформированный проник наших независимых государств Кыргызстан. Это южный регион Баткенской области. Вон там мы участвовали в боевых действиях. Вот уже 24 года исполнилось, как мы это отмечаем. По постановлению правительства в этот день, 26-го, по постановлению правительства, да, день баткенцев. В рамках мероприятия в знак уважения на территории парка были установлены танки, символизирующие мужество и храбрость. А также состоялась церемония награждения. Медали и благодарственные письма были вручены участникам тех событий и родственникам погибших. Эти награды стали символом признательности за их подвиг и неоценимый вклад в обеспечение безопасности и мирного будущего. Сегодня мы устроили данное мероприятие, чтобы почтить память наших братьев и друзей, так как прошло уже 25 лет. Хочу сказать, что они наши герои и навсегда останутся в нашем сердце. У нас в городе насчитывается 37 ветеранов. В данном случае в нижней части нашего города мы произвели реконструкционные работы памяти баткенцев. И сегодня мы официальную часть в нижней части города провели и также проводим торжественные мероприятия здесь именно. В мероприятии приняли участие представители местной власти, общественности, ветераны и молодежь. Прозвучали слова благодарности героям за их верность долгу и родине. Память об баткенских событиях останется важной частью истории, служа напоминанием о цене мира и безопасности. Айкен Муратбекова, Самаган Таирбеков, УТРК Чуй. Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Разакова, развивая международное сотрудничество и академическую мобильность, вошел в мировой рейтинг высших учебных заведений. Одним из значимых партнеров университета стал университет Цинцзяня. Сегодня на кафедре художественного проектирования изделий КГТУ прошла деловая встреча с делегацией из Китая, в рамках которой была представлена выставка национальной одежды и ремесел. На выставке в Кыргызском техническом университете имени Исхака Разакова представлены изделия, созданные студентами во время учебных занятий. В рамках мероприятия проходят мастер-классы и демонстрации коллекций, в которые входят работы, выполненные студентами в процессе практического обучения. Для китайских партнеров также были организованы мастер-классы по рукоделию и дизайну. Преподаватели и студенты Института текстиля и моды университета Цинцзяня выразили заинтересованность в дальнейших контактах и изучении местных традиционных техник. Мы приехали из Цинцзянского университета и очень рады участвовать в мастер-классах, организованных в Кыргызском техническом университете. За время пребывания здесь мы увидели много интересного и многому научились. Подобные ручные изделия у нас встречаются редко, поэтому особенно ценно было познакомиться с этим искусством и его уникальными техниками. Этот опыт оказался для нас очень полезным. Сотрудничество между вузами активно развивается. Летом кыргызские преподаватели приняли участие в специализированном симпозиуме в Китае, а в ответ Кыргызстан принял группу преподавателей из Китая для обмена опытом и разработки совместных проектов. Для координации взаимодействия между вузами в КГТУ открыт специальный офис. Прямо так. Не получится. Нормально? Так. Не выйдет, да. Не выйдет. А как? Вот. Николай? Вот это. Между наш институт хотим в следующем году презентация работы, студенческой работы. Во-первых. Второй аумент студентов на летом практике. Вы нам посылаете 3-4 студента и преподаватели, а мы тоже поэтапно сюда посылаем студентов. Совместе вместе работы на одну тему и практики, и для производства. Такие планы есть, да.
Представители обеих сторон выразили уверенность, что двустороннее сотрудничество и академический обмен станут основой для реализации масштабных образовательных и культурных проектов. Сымбат Алмазова, Джумабай Исманалиев, УТРК Чуй. На 28 октября текущего года в республике уборка зерновых культур проведена на 622 тысяч гектарах, что на 81,9 тысяч гектарах больше, чем в прошлом году. Валовый сбор пшеницы составил 713,5 тысяч тонн, ячменя 628,6 тысяч тонн, кукурузы 590 тысяч тонн, что значительно превышает показатели 2023 года. Выросла урожайность по всем культурам пшеницы, ячменя и кукурузы. Высокие результаты зафиксированы в Чуйской, Таласской, Ошской и Сыкульской областях. В текущий период активно ведутся работы по подготовке к осенне-зимнему сезону. Специализированные службы проверяют и ремонтируют системы отопления, водоснабжения и электрообеспечения, чтобы гарантировать их надлежащую работу в холодное время года. В настоящее время на электростанции активно проводятся работы по подготовке к осенне-зимнему периоду. Специалисты осуществляют комплексное обследование и техническое обслуживание оборудования, включая генераторы, трансформаторы и системы распределения электроэнергии. Наши подстанции были с Советского Союза и потихоньку подходили в негодное состояние. В связи с этим мы сделали модернизацию и реконструкцию, а также провели капитальный ремонт над старыми оборудованиями. Поэтому я могу сказать, что мы обеспечим качественное электроснабжение в холодное время года. Особое внимание уделяется проверке изоляции кабелей и трансформаторных подстанций для обеспечения их надежной работы в условиях низких температур. А также проводится ревизия запасов топлива и вспомогательных материалов, чтобы гарантировать бесперебойную работу в случае увеличения нагрузки. На сегодняшний день в рамках подготовки к ОЗП отремонтированы по классу напряжения подстанция 35 киловольт, отремонтированы по текущему ремонту 76 единиц, по капитальному ремонту 25 единиц. К 1 ноября все ремонтные работы, капитальные текущие ремонтные работы будут завершены 100%. Также со стороны государства активно ведутся закупки угля, чтобы быть готовыми к холодам и обеспечить доступные цены, которые варьируются от 5 до 6 тысяч сомов. Эти закупки угля помогают стабилизировать рынок и предотвратить резкие колебания цен, чтобы стоимость энергоресурсов оставалась доступной для населения и предприятий. На территории Чуйской области требуется 391 790 тонн угля, это потребность. На сегодняшний день 194 тонн, 596 тонн уже имеется. Обеспечены все социальные объекты, школы, медицинские учреждения. В последние годы малоимущим семьям, нуждающимся жителям специально имеются заниженные цены угля, а также местные органы самоуправления обеспечивают местных жителей углем. Следует отметить, все эти меры направлены на то, чтобы обеспечить комфорт для населения в предстоящий осенне-зимний период. Айкен Маратбекова, Джумабай Исманалиев, УТРК, Чуйская область. В нашем обществе социальные работники играют ключевую роль, обеспечивая поддержку самым уязвимым слоям населения. Мы расскажем историю Гульзат Харабековой, которая на протяжении 28 лет работает, помогает людям в трудной жизненной ситуации в Аламудынском районе. Ее преданность делу, забота о подопечных и формирование дружеских связей делают ее работу не только важной, но и вдохновляющей.
Гульзат Карабекова, посвятившая 28 лет своей жизни работе социального работника в Аламудынском районе, помогает самым уязвимым категориям граждан. 2 раза в неделю она посещает 6 подопечных, обеспечивая их необходимой поддержкой. Рабочий день Гульзат начинается в 8 утра. И ее главная цель – помочь тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Зная, что приносит реальную пользу людям, Гульзат чувствует гордость за свою работу. Ой, моя, да? Кандайсыз, сенсуалдарыңыз кандай? Кандай уктадыңыз? Наши только немножко давление что-то не готовит. Давайте тогда меньше наперед. Мы помогаем им, стараемся помочь, стараемся, делаем мониторинг на нужды их, что им необходимо. Вот. Бабушки мои, график мой, мы по графику должны навещать 2 раза в неделю. Но иногда бывает больше, потому что это жизнь, оно не соответствует графику, не всегда получается по графику. Вот, когда заболеют, получается каждый день. Вот. Хоть по чуть-чуть мы уделяем внимание. Но нашу работу также входит, мы занимаемся не только бабушками, мы занимаемся, у нас командная работа, это Аилок Мету, школа, и мы. И это одна команда, мы все сообща стараемся приносить людям пользу, кто в нас нуждается. Одна из ее подопечных – Михрибану Хапизова, пенсионерка. Почти 9 лет Гульзат помогает ей справляться с повседневными нуждами. Михрибану тяжело выходить на улицу, поэтому Гульзат приносит ей продукты и лекарства, следит за ее состоянием. В случае необходимости она вызывает скорую помощь. Благодаря многолетнему сотрудничеству между ними возникла дружба, и Гульзат стала для Михрибану не только помощником, но и близким человеком. Проживаю одна. Постоянно пользуюсь, чтобы мне кто-то помог. Закреплена за мной Гульзат Карабекова. Она очень хороший работник, помогает мне во всем. Эти оплаты в этом году она с мая месяца сделала бесплатно. За свет, за воду, канализацию, мусор. Только за свет плачу и все. И еще она помогает мне оплату за свет, потому что я немножко не понимаю еще в телефоне. В этом она помогает. Продукты приносит, мусор выливает. Если надо, скорую вызывает. В общем, она во всех этих помогает мне. Я очень довольна работой. За годы работы Гульзат сдружилась со многими подопечными. Эти люди часто остаются без поддержки близких, и внимание со стороны социальных работников становится для них важным источником не только физической помощи, но и эмоциональной поддержки. Будете утром мазать и перед сном мазать. Хорошо? Сейчас я намазала. Социальные работники посещают подопечных не реже 2 раз в неделю. Для получения помощи необходимо подать заявление через местные органы самоуправления или от соседей и родственников. Специалисты не только помогают справляться с бытовыми проблемами, но и дарят своим подопечным чувство защищенности и поддержку, которая так необходима в трудные моменты. Сымбат Алмазова, Самаган Таирбеков, УТРК Чуй. В Кыргызстане сегодня ожидается прибытие 2-го борта для государственной авиакомпании Osman Airlines Dash 8 Q400 от канадского производителя. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Манас, это турбовинтовой двухдвигательный ближнемагистральный самолет, способный взять на борт до 80 пассажиров и перевести их на расстояние до 2000 километров. Введение в эксплуатацию нового авиапарка национальная авиакомпания открывает новую страницу в историю гражданской авиации Кыргызстана, говорится в сообщении. На этом у меня все, и эти и другие новости более подробно вы можете узнать на нашем официальном сайте, а также в социальных сетях Instagram, Facebook, УТРК Чуй. С вами была Ислом Мурзакова. До новых встреч!